Из-за сильного задымления судьям пришлось приостановить соревнования и раздать спортсменам и тренерам маски. После краткой заминки лучники вышли на дистанцию с новой силой. Борьба шла по олимпийской сетке, сильнейшие со слабейшими. Первыми отсеялись стрелки из Эмират, Сирии и Вьетнама. Уже в четвертьфинале неожиданная новость. Оба фаворита сошли с дистанции. Победителя квалификации среди юношей якутянина Павла Алексеева-Стасова срезался командник Михаил Симушин. А лидера девушек Туяну Дашидаржиеву не пустила в финал якутянка Розалина Тимофеева. Перспективная девочка. Она 96-го вроде, да, года. В общем, моя ровесница. Я стреляла на свои силы, в общем-то. Для себя нормально. Она очень постаралась, на меня вышла и, в общем, выше головы прыгнула и выиграла. В полуфинале Михаил Симушин со 136 очками обошел стрелка из Монголии Лацуха Байырмагна. Розалина Тимофеева уступила индонезийке Криамака Дитья и будет бороться за бронзу. За бронзовую медаль против Розалины вышла казахская лучница Дарья Слобожанина. Поначалу якутянка отставала, потом очки сравнялись. Все решила финальная перестрелка. Победителем станет тот, кто попадет ближе к десятке. 8, 8. Было трудно с девушкой из Башкортостана. Я очень сильно волновалась. И получилось, что я проиграла, и за третье место я уже стреляла уверенно, как-то уже более увереннее стала. В финале среди юношей встретились Михаил Симушин из Якутии и индонезиец Рахнат Букари. Еще во время первого сета Симушин опередил соперника на 5 очков. Итог 7-3 в пользу якутянина. Хотел бы поблагодарить моего тренера и друга Николаева Семена. Тренер Александр Филатов. И свою победу я посвящаю всей республике. Сильное задымление не сбило прицел якутских стрелков. В копилку сборной отправляется по одной бронзовой и золотой медали. Башкортостан тоже взял медаль высшей пробы. У Индонезии 2 серебра.